Табельный учет шахтеров, работающих на руднике «Мир», будет переведен в автоматический режим. Доработкой системы мониторинга персонала и ее отладкой коллектив шахтной автоматизации занимался в течение последнего месяца. В ближайшие дни на руднике пройдет ряд мастер-классов от разработчиков нового программного обеспечения, и система начнет функционировать в полном объеме. О том, чем хороша новая система учета, расскажет Тамара Бессмертная. Система регистрации отслеживает и хранит поминутный маршрут передвижения каждого за сутки, месяц и год. Видно, во сколько человек получил лампу и спустился в забой, когда поднялся. Шахтные считыватели на горизонтах, они показаны зеленым, снимают сигналы с датчиков, вмонтированных в корпуса ламп шахтеров. Лампы и самоспасатели шахтеры получают в ламповой. Именно отсюда начинается отсчет времени спуска в подземку. По шахте развешаны датчики. У человека в лампе это чип. Он проходит мимо датчика, его регистрирует, что он находится в этом месте. То есть мы можем с некоторой точностью определять, где у нас находится человек. Также это служит для безопасности, если, не дай бог, случится какая-то аварийная ситуация, мы будем знать, где у нас какое количество людей в какой выработке находится. Чип в лампе выполняет две функции. Фиксирует местонахождение и принимает сигнал тревоги и вызова с поверхности. Сегодня система мониторинга персонала модернизируется. Проверка работоспособности ламп будет осуществляться не вручную, как сейчас, а автоматически. Сейчас работник, скажем так, на свое усмотрение может либо включить лампу посмотреть, либо не включить. А тут уже безусловно. То есть если он лампу не проверил и он не зарегистрировал. Почему нельзя было по-старому? Она просто устарела морально, программное обеспечение. И сейчас у нас будет улучшен табельный учет автоматически, как я уже говорил. То есть не будет человек физический, его руководитель работника сидеть, забивать табель руками своими. Это будет все в автоматическом режиме на сервере собираться информация по человеку, делается выборка и выдаваться уже окончательный табель нахождения человека в шахте на работе. Журнал учета времени пребывания под землей, как и сверка данных, пока еще ведется вручную. Новая система автоматизирует функцию табелирования и повысит безопасность подземных работ.